выход из любого кризиса, вообще из любой ситуации, это всегда контакт с собой. В принципе, всю жизнь надо быть в вопросе к себе. Будь как все, не высовывайся. Коучинг и наставничество нужно идти, когда я уже решил свои внутренние конфликты. Всем добрый день! Мы вновь встречаемся с вами в студии для обсуждения важных тем. И сегодня у нас Татьяна Калинина, психолог, энерготерапевт, расстановщик. И сегодня у нас темы будут: как выйти из кризиса, выйти из тупика, как начать жить свою жизнь, как стать уверенными в себе. И сегодня с Таней мы поговорим об этом. Вообще мы с Таней встретились на расстановках. Я пришла туда, меня позвали подруги. И это такое мероприятие, где ты играешь чью-то роль. И я была таким скептиком, и мне было сложно поверить в то, что ты можешь проиграть чью-то роль, и что там может решиться твоя ситуация. Но я была удивлена тем, что там происходило, как вообще у людей раскрывались эти эмоции. Вот, Таня, можешь сказать, почему расстановки работают, и, может быть, простым языком для людей сказать, что это вообще? Что такое расстановки? Да, расстановки – это терапевтический метод решения любой ситуации. То есть мы через расстановки можем увидеть суть, увидеть причину, увидеть проблематику, увидеть причинно-следственные связи, найти решение. Как это работает, это другой момент, потому что, допустим, люди, которые не знакомы, что есть некая энергия и что мы живем в этом энергополе, для них это, а как так? Как можно мое прошлое посмотреть? Или как вот этот человек может играть, даже говорить, как моя мама? И вот если мы берем гаджеты, то они тоже работают без проводов. И тот же самый интернет. С одного смартфона мы можем передавать информацию на другой смартфон, правильно? Вот ВКонтакте, это же облако, вот где это находится? Как мы через интернет передаем информацию через почту? Как? Это физика, правильно? То есть да. Есть некая энергия. Вот тут то же самое, у каждого человека есть это информационное пространство, информационное поле, в котором записано все относительно его жизни. Относительно кто он, что у него было в детстве, кто были мама, папа, как они познакомились, что было у бабушек, дедушек, прабабушек. И в принципе там есть запись всего, что было с ним во всем. И не только с ним, и информация относительно мира нашего, да. И как это проверить? Есть люди, бабушки, дедушки зачастую. Раньше к ним приезжали люди, спрашивали, да ту же самую Вангу, да, взять. К ним приезжали, они могли увидеть прошлое. Они первый раз видят человека. Откуда они берут эту информацию? Они берут эту информацию из информационного поля человека. Будущее, оно еще не сформировано, вот относительно будущего я бы тут, конечно, не была объективна, да, не утверждала, что вот есть такая, вот у тебя это будет, потому что все-таки тут есть спорные моменты, какие-то вещи мы создаем сами своим выбором, есть вещи, которые уже нужно, они будут однозначно. Ты, получается, сканируешь этих людей? Я не сканирую, я открываю поле. То есть, когда человек приходит с запросом, говорит, вот у меня там не получается с деньгами, у меня не ладятся отношения. Люди приходят, и есть другие люди, которые называются заместителями, участниками, и мы назначаем их кем-то в ситуации клиента. То есть клиент говорит заместителю, побудь, пожалуйста, моей мамой, побудь, пожалуйста, деньгами, побудь, пожалуйста, моей работой. И дальше начинается самый интересный момент, потому что эти люди выходят в поле, это поле открывает расстановщик, держит это поле. И таким образом заместители на себе начинают ощущать, что чувствует мама этого человека. Они начинают иногда даже вести так, как ведет себя тот человек, которого они замещают. Есть даже случаи, когда начинают фразами говорить. То есть это очень интересно, очень уникально. И поэтому этот метод, он кого-то может напугать, как так, да, почему он говорит, как моя мама. Но тем не менее эти люди становятся некими проводниками и берут вот эту информацию из поля человека. И
Это очень объективно. Почему? Потому что я не выдумываю, что там у человека происходит, да, я не считываю его. Я вижу, как двигается поле, как идет динамика, кто куда смотрит, кто что чувствует, кто кого убить хочется, кому-то поплакать хочется, кому-то там, да. То есть там возникают эмоции, там возникают реакции тела, и за счет этого можно проследить динамику и найти причину ситуации, найти, а если мы знаем причину, мы можем найти уже решение этой ситуации. И таким образом какие-то моменты уже через терапевтические, да, методы мы исцеляем в поле, мы из поля убираем заряд, и дальше у человека меняется уже внешняя картинка. То есть после расстановок происходят изменения во внешнем плане, появляются какие-то люди, новые возможности. Кому-то просто становится легче в плане того, что он себя начинает по-другому ощущать. И это очень удивительно, какие результаты бывают. Поэтому это один из моих любимых, наверное, инструментов. И немножечко он волшебный, но он работающий однозначно. Да, я видела, как люди вообще начинали плакать, или у них какая-то ситуация разрешалась, и такая вау. Это очень осознанный инструмент, потому что он позволяет посмотреть на свою ситуацию именно со стороны и увидеть то, чего не видно. То есть там иногда такие вещи вскрываются, ну опять, да, то есть можно там... Например? Смотри, однажды ко мне пришла девушка, у которой показала поле, что у нее не родной отец. То есть в ее поле есть родной отец, который хочет занять место. Вот. И она сначала не поняла, как тогда, но потом почему-то она среагировала, и у нее были слезы, она реагировала на это. Я говорю, почему ты плачешь? Она говорит, ну потому что мне папа всю жизнь говорит, ты, наверное, не моя дочь. И поле это показывает, что есть еще некто. И спустя время проходит вот такая, ну, проходит время, мы встречаемся через год, и она мне говорит, Таня, я поговорила с мамой. И мама призналась, что это не ее родной отец, и что у нее на самом деле другой отец. То есть, понимаешь, это очень удивительно. Но именно эта история, что ее отец не родной, а у нее есть родной отец, влияет на ее текущие отношения с мужем, влияет на ее текущую ситуацию вообще в жизни. Потому что мы нашли первопричину, у нее есть непризнанная часть ее. То есть на нас влияет именно родной отец. А когда он не признан, он будет влиять, ну, бессознательно. И таких случаев вообще очень много. Это удивительная история. Да, можно уйти в детскую часть, то есть клиент приходит, он же не все рассказывает. Знаешь, причем я заместителям никогда не рассказываю историю клиента. Клиент мне рассказывает историю, я знаю его историю, и иногда вылезает то, что клиент мне не дорассказал. Я говорю, слушай, вот смотри, вот это так, а это о чем? И иногда поле показывает ситуацию, которая была с человеком, ну, когда ему было 7 лет. Бывает, поле показывает ситуацию, которая происходила с его мамой, когда она была беременная клиентом, да, будучи... И вот то, что происходило с мамой, имеет влияние на то, что происходит с человеком, когда ему уже 40 лет. И вот расстановки позволяют увидеть эти взаимосвязи и убрать заряд, потому что пока есть этот заряд, оно будет фонить и будет идти, ну, не совсем гладко, что ли. Расстановки, они помогают выйти из кризиса, из тупика. Какие вообще, да. еще инструменты и методы есть? И вообще, что в твоем понимании кризис и тупик? Ну, давай мы начнем, наверное, с того, что такое кризис и тупик. Жизнь, она не может идти постоянно вот так вот по взлетной полосе, да, то есть мы развиваемся, потом начинается кризис. Даже если мы посмотрим на детей, кризис – это естественная часть нашего роста. У всех детей есть кризис, там кризис 3 лет, 5 лет, 7 лет, там, да, 12 лет и так далее. То есть и в отношениях между людьми тоже бывают кризисы. И у каждого человека есть кризис. То есть кризис – это некий, наверное, период, некая черта, когда мы уже где-то прошли, что-то в нас сформировалось, и нам пора двигаться дальше. Мы через кризис растем. Мы через кризис узнаем что-то о себе. Мы упираемся в свою боль, которая нам мешает двигаться дальше вперед. И проходя кризис,
мы выходим на другой уровень. Потом опять мы растем, потом все классно, 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 потом мы опять упираемся в кризис. И это жизнь, по-другому никак. То есть кризисы надо воспринимать как естественное, наверное, течение нашей жизни, не бояться их, потому что кризис всегда сопровождается ростом. После кризиса идет рост. Расстановки, смотри, расстановка это не такой прямо, знаешь, единственный метод, который решает ситуацию. Расстановка классно показывает причину. А если мы знаем причину, плюс мы там уже подисцелили, убрали заряд, уже, естественно, легче меняется, да, вот эта вся история. Но вообще из любого кризиса выходит не через совет, а через работу над собой. То есть тут надо разбираться, что происходит, почему так происходит, куда я пришла, что я хочу дальше. Да? То есть мы начинаем разбираться с собой в первую очередь. И тут нужна терапия. Коучи, наставничество – это не всегда про кризис. Коучи, наставничество классно, когда мне нужно двигаться, у меня есть ресурс. А кризис – это, как правило, отсутствие ресурса. Когда мы в кризисе, мы растерянные, мы потерянные. И нам нужно разбираться, нам нужно находить этот ресурс, разбираться вот в себе в первую очередь. А с кризисами хорошо справляется именно терапия, да, то есть работа с психологом, не разовая консультация ни в коем случае, потому что кризис – это такой момент затяжной немножечко, он длительный в периоде. То есть во взрослой жизни, там, скажем, 35, да, тоже, например, проходит кризис. Либо же самый такой, наверное, для нас кризис – это 38-42 года. У нас идет сильнейшая переоценка ценностей, потому что мы там уже, знаешь, и замуж вышли, и деток родили, где-то уже работаем, и вроде бы середина, экватор жизни прошел, и мы начинаем разбираться, туда ли я иду, а так ли я живу, а с тем ли человеком я живу. То есть до 30 лет мы эти моменты вообще не замечаем. Как правило, это начинается вот после 35, когда мы начинаем разбираться в себе. Вот у меня есть жизнь, она одна. Туда ли я иду? С теми людьми я иду? В том ли месте я живу? Там ли я работаю? Так ли я хочу жить? Да? То есть нас начинает вот это все. Это прям, наверное, самый такой серьезный, на мой взгляд, кризис, когда многие люди начинают идти разбираться с собой. Потому что с собой мы разбираемся как раз в промежутке с 35 до 45. Какие вопросы можно в этот момент себе задавать и что делать? Да, знаешь, самое главное, что в этот момент всегда надо себе задавать вопросы. В принципе, всю жизнь надо быть в вопросе к себе. Первый вопрос, что происходит? Вот прямо, знаешь, посмотреть на ситуацию со стороны, что происходит. Что я тут чувствую? Какая я в этой ситуации? Я могу что-то изменить? Да, я могу на что-то повлиять. Как я могу решить? Кто-то мне может изменить, да, то есть и садиться, думать, всегда включать голову, что я могу тут изменить, что вообще происходит. Потому что мы обычно поддаемся на эмоции, мы начинаем паниковать, мы начинаем куда-то бежать, звонить подругам, психологам сразу срочно звоним. Вот, у меня тут начинается, да, новый период, мне сложно и так далее. Но выход из любого кризиса, вообще из любой ситуации, это всегда контакт с собой. И терапия именно учит, вообще работа с психологом, учит быть в контакте с собой. Понимать, кто я, что я, чего я хочу, почему я это чувствую. Это мое или это не мое. Мы, бывает, еще чувствуем вообще не свои чувства, понимаешь? Бывает, мы настолько эмпатичные и зависимые, да, созависимы с кем-то, что мы, бывает, чувствуем чувство своего мужа, своих родителей, мы, бывает, чувствуем чувства своих друзей, подруг. Вон человек где-то прошел там, в коридоре, да, ты мимо прошла, у тебя настроение испортилось. То есть есть люди, которые берут на себя чувства других людей. Обычно у этих людей аура открытая, и они легко вот это все притягивают. Я когда первый раз пошла к психологу, она у меня спрашивает, что ты чувствуешь? Я такая, что? Ты знаешь, многие люди не умеют чувствовать. Нам в детстве всегда запрещали. Всегда был запрет на чувства. У наших мам был запрет на чувства, у наших бабушек был запрет. Ну, они выживали. А сейчас пошла мода, да, вот на проработку себя. И когда я обращаюсь внутрь себя, что я чувствую? А действительно, что я чувствую? А как я чувствую? Да, мы не умеем чувствовать. Некоторые
прям блокируют это в себе чувство. И научиться чувствовать и различать эти чувства – это навык, который нужно развивать и которого у нас нету. Да. Еще бывает то, что скажут, что это ты тут со своими чувствами, ну, такое, знаешь, обесценивание, как будто бы это не нужно для того, чтобы жить. Типа вот есть же все там, вот вода есть, еда. Ну, так и есть. Вообще сейчас времена изменились, смотри. То есть буквально с 2000 года начали меняться времена. То есть до 2000 года, если мы смотрим, как вообще жили люди, они выживали. Они выживали. Воспитание было, да, наших родителей, да даже нас еще воспитывали. Будь как все, не высовывайся, молчи, не плачь, да, что ты плачешь из-за ерунды. Это же про подавление своих чувств. Про подавление своих чувств. Работай там на государство, на заводе, неважно. У тебя должна быть стабильная работа, чтобы была пенсия. Их так воспитывали. Что подумают другие, как тебе не стыдно, да, это ты виноват, это все из-за тебя. И буквально с 2000-х годов это начало уходить, вообще меняться все. Проявляйся, покажи свою уникальность, не будь таким, как все, найди свое любимое дело, да, то есть и работай по душе. Ты можешь зарабатывать, ты можешь быть не таким, как другие, высказывай свою точку зрения. Не чувств... Ну, как бы, ты ни в чем не виноват. Зачем тебе? Не опирайся на мнение других людей. Смотри, как очень резко, да, контрастно. И мы, наверное, первые люди, поэтому нам так сложно, что мы попали в новую реальность. Если бы мы жили в те же времена, для нас бы было это норма. И мы бы не разбирались с собой, мы бы не ходили к психологам, мы бы жили, выживали по тем инструкциям, которые были переданы нам бессознательно, сознательно, да, то есть родители иногда нам прямым текстом говорили, как себя вести, иногда это все бессознательно считывается, и мы бы сейчас тоже не разбирались бы с собой, не говорили про свои чувства. Это достаточно новая еще история, и она долгосрочная, то есть мир будет меняться и в этом направлении идти, и развитие вот такой духовной стороны, да, когда я обращаюсь внутрь себя и в контакте с собой, оно, наверное, будет ключевым, потому что очень важно быть в контакте с собой, чтобы идти по этой жизни, справляться с кризисами, выходить из этих кризисов, расти, развиваться и реализовывать вот этот потенциал, который в нас заложен. Как ты думаешь, какие ценности будут на ближайшие 5-10 лет в этом мире? Это саморазвитие, это духовность, духовный рост и осознанность, да. То есть опять, давай будем смотреть, ценности бывают разные, из разных классификаций, да, но сейчас больше людей будет обращаться к себе, к внутреннему миру, потому что то, что сейчас в мире происходит, да, заставляет многих людей немножечко проснуться и встряхивает, вот начиная с 2020 года встряхивает всех. Когда у нас была пандемия, когда многие остались дома, когда многие остались дома с партнером, с детьми, были закрыты, там повылезало столько всего, чего мы в себе не знали, не замечали. Ведь человек приходит сюда для задач. У нас есть задачи на эту жизнь. Да? Вот даже если по дате рождения смотреть, у каждого человека есть задачи. И мы приходим сюда со своими задачами. Плюс мы еще берем задачи наших мам, пап, бабушек, дедушек, родовую, эту нагрузку, динамику. И нам ее сложно нести, это не наша задача. Вот, поэтому мы не всегда справляемся со своими задачами, потому что нам еще нагрузили чемоданчиков 10 не своего. А если бы мы справлялись со своими, было бы легче. Но вот как-то так все устроено. И мы приходим сюда для задач. Знаешь, я очень люблю приводить пример. На расстановках я много говорю, да, то есть я много рассказываю. Это не всегда про то, что мы вот прям скучно, монотонно. Люди за это любят приходить, потому что это очень динамично, интересно. Я очень люблю приводить примеры. Вот смотри, тебе интересно смотреть скучный фильм? Ну вот где, знаешь, проснулся, день сурка, все классно, денег много, отношения, любимый муж, дети, и вот так каждый день, и ничего не происходит. Ну ничего, ну вот, как, ну сходила там на массаж, сходила там в салон, сходила на шопинг, почитала, поизучала. А где драма, где кризис, где конфликт? Мы всех любим фильмы, где есть какой-то экшен.
где есть захват внимания, да, где что-то происходит, мы такие, как он сейчас выпутается, да, то есть вот нас приковывает прямо. Фильм, где есть некая линия, где есть некий сюжет. А когда все ровно, там нет сюжета. То же самое с душой, то есть душа пришла сюда развиваться, получать опыт. Ей неинтересно будет, когда все классно, поэтому у каждого человека есть определенные задачи в какой-то из сфер. Да, там все классно с деньгами, с отношениями, ну, допустим, будут вопросы там с родителями. А бывают вопросы в теме денег, ну, классно в отношениях. Бывают вопросы в отношениях, бывает сразу в нескольких сферах. Но тут вроде есть, да, связи расстановок и психологии, да, но в то же время ты там считаешь и по дате рождения, да, задачи, ты Access Bar, у тебя есть инструменты, по которым ты можешь работать. То есть у тебя много духовности и психологии. Осознанность. А чем отличается духовность от осознанности? Это вообще очень многие. Есть понятие духовность, есть понятие осознанность. Духовность, когда мы в принятии, да, то есть в принятии, в любви, в безусловной. Но мы можем быть духовными, но при этом неосознанными. Осознанная часть – это когда я понимаю, что происходит. И я сейчас злюсь, да, я хочу там разозлиться, разбить, да, то есть духовность – это такие светлые эмоции, более чистые эмоции, я в принятии, я там в благодарности. А осознанность, я могу проживать любые эмоции, я могу быть хорошей, могу быть плохой, я могу делать плохие вещи, это осознанно, но я их понимаю, я понимаю, что мне за это будет, какие последствия будут у моих действий, какие последствия будут у моих решений, это называется осознанность. И в духовности не всегда, вообще в духовности денег нет. Духовность – это не про материю, а осознанность – это про материю. То есть это, знаешь, материальная сторона жизни, когда 1 + 1 будет 2, да, ты понимаешь. Это осознанная часть, и когда я понимаю, что мои проблемы, допустим, сегодня с мужем, я в муже хочу увидеть папу, который мне там что-то не додал, а муж-то вообще тут не при делах, это моя история. Вот это называется осознанность. Как это совмещать, чтобы было и то, и то? Ну, опять мы работаем над собой, да, и как раз задача прийти к этому балансу. Задача прийти к балансу, чтобы духовность совместить с осознанностью, потому что бывают духовные люди, но неосознанные. Бывают осознанные люди, но не духовные. Но тоже, может быть, какие-то есть практики, инструменты, медитация, аффирмации. Что мы можем посоветовать зрителям, чтобы они делали для того, чтобы в них присутствовала и духовность, и осознанность? Я понимаю, что это долгий путь. Это долгий путь. Да. Ты знаешь, давай я начну немножко с другого момента. Я расскажу, как я вообще к этому всему шла. Я с 12 лет изучала тему позитивной психологии. То есть моими настольными книжками были в 12, 13, 14 лет Наталья Правдина, да, 2000 год, 2001 год, там, «Я привлекаю любовь, я привлекаю деньги», Наполеон Хилл, «Думай богатей», да, там еще у Сергея Попова была «Думай богатей» по-русски, там Сергей Лазарев, про вот эту всю, то есть я в подростковом возрасте, там, лет с 12-13, мне это было интересно. В 18 лет я жила отдельно от родителей, у меня дома было все по фэншую было, то есть я даже в тему фэншуя тогда залезла, у меня стояло все как надо, все по секторам, статуэтки, не статуэтки, и прям сектора я отслеживала. Я медитировала, много медитировала, привлекала, создавала, там еще что-то. Это работает, это правда работает, но не во всем. То есть если у нас в этой сфере лежит некая задача, мы ее легко не пройдем через медитации, через вот какие-то такие легкие практики, потому что аффирмации, медитации – это достаточно легкий уровень. И все классно, я медитирую, я думала, сейчас я привлеку себе там самого богатого мужчину на Феррари, на Бентли, неважно, да, а личная жизнь у меня вот, ну, как-то не идет, как бы я не медитировала. Какие бы я аффирмации себе не запихивала, какие бы я ритуалы не делала, то есть есть же еще ритуалы, да, но не идет и все. Деньги, да, легче, да, то есть я работала, я училась, я работала, и будучи студенткой я работала, а отношений нет. И когда я познакомилась со своим мужем,
мы теряем несколько миллионов рублей в инвестициях. Причем мы заняли эти деньги, понимаешь? Мы настолько там этого Кийосаки начитались. Кийосаки мы тогда начитались, там надо вложить туда. А там начался кризис с Украиной тогда, в 2014 году. И очень многие компании позакрывались, мы отдали деньги в доверительное управление. Мы потеряли, мы остались в огромных долгах. Ты знаешь, вот как-то для меня было очень удивительно. Ну как? Я же медитировала, я же мечтала, я же там миллионы, ну вот, я же видела их, я же видела успех, притягивала, аффирмации были, а на практике нет. И вот тогда тот кризис, в который я вошла в тот момент, заставил меня посмотреть вообще на ситуацию по-другому. Я начала изучать, я начала копать, я начала очень много изучать даты рождения, что там, то есть я начала искать, разбираться. После даты рождения, параллельно, наверное, я стала изучать более духовную литературу, вот эти практики, да, как вообще устроена задача, что есть душа, что у нее есть задачи, что не просто так ты там сейчас навизуализируешь себе, это все притянется, потому что если у тебя есть задача, ты должен ее решить. И как бы ты там не визуализировал и не притягивал, иначе бы мы все уже были, знаешь, счастливые, богатые, с идеальными отношениями, потому что в чем-то, да, это работает, в чем-то нет. И вот эта вся история, которая со мной тогда произошла, вывела меня на уровень тогда духовности. То есть я была в таком принятии, я так благодарила эту ситуацию мужа. Осознанность там только-только зарождалась. Но это было самое, знаешь, тяжело быть благодарной, когда у тебя все из рук валится. Но тем не менее, я даже благодарила, я помню, за то, что небо голубое, за то, что там дети есть. У меня тогда еще дети начали, знаешь, один за один. У меня первые дети, там разница 1,5 года, а мы в долгах. И это очень для меня прям так встряхнуло очень сильно. Но оглядываясь назад, я могу с уверенностью сказать, что именно та ситуация привела меня сюда и сделала меня тем, кто я есть. Я стала потом психологом благодаря вот этим всем вещам. То есть я пошла в дату рождения и начинала я непосредственно как нумеролог, астролог, я проводила консультации по дате рождения. И все мои консультации заканчивались фразой: теперь найдите себе хорошего психолога, там, расстановщика, терапевта. Он говорит, а помедитировать? Помедитировать тоже, но это как бы уже такая, да, внешняя картинка. Потом я выучилась на психолога, получила диплом психолога, мы там проходили и расстановки я отдельно изучала, и НЛП, гештальт-терапию, и метафизику, то есть очень много вот этих аспектов, то есть разные варианты проработок, коучинг, да, то есть у меня есть сертификат коуча, на коуча я тоже училась. Я ушла в эту тему, чтобы понимать, что, зачем. И когда ты видишь, что вот эта ситуация произошла потому, вот тут я сама сделала, вот тут мои реакции, это уже осознанная часть. И если я буду продолжать это делать, то это приведет меня к таким последствиям. Если я начну менять, это приведет меня к другим. То есть, когда я смотрю на все безоценочно, никого не обвиняю, это тоже некая осознанность. Я уже не первый раз слышу историю, когда человек оказался в долгах, и он начинает благодарить. Он просто благодарит за все, что он проснулся, все, у меня уже крутая благодарность, потому что у меня уже +1 день для того, чтобы поменять свою жизнь. Поел, круто! И вот благодарить абсолютно за все, что происходит в этой жизни. Да, может быть, для этого вот эти долги даются, для того, чтобы мы начали быть больше любви давать этой жизни? Нет, тут не совсем про это. Все же по-разному к долгам относятся. Вообще кризис нужен, чтобы нас встряхнуть. Еще раз, да, чтобы мы повернули, свернули на другую тропинку, чтобы начали в себе разбираться, почему и как. То есть благодарность, она появилась, она и до этого была. То есть я, в принципе, на жизнь смотрю как ребенок с широко открытыми глазами. И когда там из пространства, от Вселенной приходит, мне очень часто помогает вот Вселенное пространство, это удивительным образом работает, и я всегда наверх смотрю, спасибо, я знаю, что вы обо мне заботитесь, это прикольно, то есть я всегда в это делала, играла, но на тот момент я, вот когда
ушла в это, мне было очень плохо. То есть я материальная, мне важен комфорт, мне важно, чтобы было на что жить, а у меня детки, там включился инстинкт выживания, да, у мужа тогда с работы вообще не клеилось, это прям вообще выжимало целиком. Но именно та ситуация заставила меня, знаешь, заглянуть во все курсы, чтобы начинать разбираться, что происходит, почему так. Переключить на какую-то осознанную историю, да, как такое произошло, почему так произошло, почему мы приняли такое решение, зачем нам эта история, и что я могу отсюда получить. А что ты можешь дать, какие-то советы? Ну вот мы понимаем первопричину, вот те люди, которые оказались в долгах, ты можешь дать им какой-то совет? Понятное дело, сначала мы понимаем причину, а потом нужно уже что-то делать, действовать для того, долги чтобы... нужно закрывать как минимум, да, то есть из долгов нужно выходить. Ну и долги у нас бывают не на ровном месте, то есть я потом уже пошла, когда изучать расстановки, терапию, метафизику, вот эту всю историю. У нас наши сегодняшние долги могут лежать, причина может быть где-нибудь в родовой системе, где нашего прадедушку раскулачили, понимаешь, вот какая история. Мы взаимосвязаны очень тонко с нашей родовой системой, с нашими прошлыми, скажем так, воплощениями, да, с каким-то опытом души. И то, что у нас сегодня проблемы и долги, может лежать в плоскости, вот именно причина там. Иногда долги возникают вот как задача, которую мы должны решить. Допустим, убрать у женщины зацепку за материю, видеть партнера не как объект, да, который должен закрывать вот эту всю историю с долгами, ты мужчина, ты должен, да, а посмотреть на, что это человек, и научиться его уважать, не цепляясь за материю. Это тоже своего рода такая подзадача. У каждой пары есть задача. И, допустим, зная задачи моих отношений, да, меня и моего мужа, вот, у нас основная задача убрать зацепки за материю. Это прямо, знаешь, проигралось очень. Интересно тогда для меня. Вы вышли уже из этой ситуации? Да, мы закрыли долги, закрывали мы долги. Это, знаешь, параллельно с этими совсем у нас рождались дети. То есть первый ребенок, второй, третий. Это было интересно, непросто, но это тот опыт, который он есть. Мне вот этот опыт, который я тогда прошла, сегодня очень помогает в моей работе. Я на многих вещи смотрю уже с пониманием вообще, как это, а что это, а почему это. Ну вот люди выходят из кризиса, и потом они хотят начать жить свою жизнь. Можно и в кризисе жить свою жизнь. Да, но, наверное, в тот момент, да, тут надо, наверное, тут еще для себя самой, для себя самих понять, что, ну, это тоже жизнь. Да, вот наша, в которой просто надо пройти эти испытания, взять какие-то уроки. Но для тебя вот что значит жить свою жизнь? Смотри, для меня это одна история, да, есть история, как вообще это все устроено. Есть я, и есть то, чего я хочу, что, скажем так, ну, предначертано, какие задачи стоят. То есть приходит сюда некий человек, его душа выбрала задачи, пройти какой-то некий жизненный путь. Причем у нас вариантов много, у нас будущее многовариантно, есть ситуации определенные, но варианты, все зависит от того, что мы будем, как мы будем их решать, с какими плюсами, минусами мы будем выходить, да, то есть мы можем ведь из ситуации выйти в минус и из любой ситуации выйти в плюс. Это просто ситуация, в ней нет никакого заряда, она не плохая, не хорошая. Вот. А то, что мы будем делать в этой ситуации, она как раз уже зависит дальше, какой вариант будет развиваться. А ты можешь сказать какие-то примеры людей, вот, которые проживают, например, свою жизнь и которые, ну просто смотри, есть люди, которые, например, они работают на обычной работе, не знаю, продавцом, например, где-нибудь в магазине. У них самая обычная жизнь. Они раз в год могут ездить, например, в отпуск, да, у них там дети, семья, все хорошо. Но как бы вот он не чувствует вот этого драйва, например. И вот есть ли у тебя примеры людей, которые вот на них смотришь, и вот это пример, вот он прям проживает свою жизнь.
Ой, ты знаешь, это сложный вопрос. Знаешь, самое богатое место в мире? Какое? Кладбище. Почему? Там зарыт огромный нереализованный потенциал, нереализованные цели, недостигнутые желания. Мы все сюда приходим с некими мечтами, да, то есть у нас есть вот стремление изначально, вот если на детей посмотреть, они же «я вырасту, то есть это вот какая-то история, у нас есть мечты, в нас эти мечты начинают гасить. То есть, знаешь, как ставят нам преграды. Вот компьютерную игру возьми, да, то есть вот твоя задача – старт, финиш. Ты видишь эту цель, но тебе начинают мешать препятствия. И твоя задача до туда дойти, понимая и обходя эти препятствия. И эти препятствия, я очень люблю рассказывать, не родители нас травмируют. Нет, это уже мы выбираем изначально родовую систему родителей, чтобы они в нас активировали чувства, заряды, состояния, которые бы заблокировали нам вот эту легкую дорожку. И мы, как, помнишь игру Марио, там, он там скачет, обходит. И мы тоже проходили и убирали вот это лишнее, что нам мешает до туда дойти, иначе было бы очень легко. Кто-то застревает в этом. Кто-то идет, справляется, у него получается. Справляется, получается единицы. Это первый момент. Второй момент, который может быть. Есть люди, которые пришли сюда для опыта просто что-то прожить. Им не всем нужно вот куда-то идти. Да? То есть и такой опыт тоже нужен. Есть еще такое очень, знаешь, как расстановщик уже, который работает с более глубокими слоями, да, вот часто же говорят, а чего ты хочешь, а как ты хочешь, да мало ли чего я хочу, не факт, что это мои цели, то есть бывает так, что я хочу не свое, и даже я взяла не то, что там в Инстаграме или где-то там в запрещенной соцсети, да, показывают, или ВКонтакте, или вообще в соцсетях, или у подруги, бывает так, что я хочу дом, большой дом, который забрали у моей прапрабабушки, а на самом деле он мне не нужен, это не моя цель. И я к этому дому буду идти и мучиться и страдать, потому что не мое, у меня на него ресурса нет. То есть там настолько глубоко все эти моменты, вот про цели, про то, как жить свою жизнь, да, то есть если мы смотрим поверхностно, как жить свою жизнь, напиши цели, выпиши, чего ты хочешь, иди, достигай, не смотри на других, работай над собой, поддерживай себя аффирмациями, медитациями. Классно, супер. Но когда мы начинаем туда двигаться, у нас, хопа, знаешь, такие барьеры. Внутренние, внешние ситуации начинают нас тормозить. А почему? А потому что бессознательно там есть много чего, что блокирует. Вот знаешь, тут сейчас противоречие просыпается. Вот с одной стороны, я понимаю, что все вот эти кризисы, какие-то трудные моменты в жизни, они действительно нас укрепляют, и вообще мы выходим при помощи них на другой уровень. Но при этом есть и другие люди, которые говорят, друзья, очень важно легкое состояние в жизни, там, зарабатывать деньги в легкости, жить в легкости, что вот это важно, ну, в целом, да, там, на всех процессах, там, с детьми в легкости и прочее. Но тут получается же, если у тебя кризисы, вот эти вот сложные моменты, то это уже не про легкость. Нет. Когда ты относишься к жизни как к игре и понимаешь, и видишь ее осознанно, понимаешь, что это игра, я пришла сюда поиграть. И у меня есть некие, как в квесте, знаешь, пройди испытание. Ты проходишь это испытание, и у тебя получается уже совсем по-другому. Ты даже сложные моменты можешь проходить в легкости, не воспринимать, что это трагедия жизни. Это задача, которую мне нужно пройти, которую мне нужно преодолеть, прожить. И можно в нее играть. Жизнь игра. Помнишь, а люди в ней актеры. Еще Шекспир про это говорил, и это действительно так. Это большая игра. И когда мы учимся воспринимать все, что с нами происходит, как игру, нам легче выходить из этого, и мы играем в нее, тогда мы в легкости. Как детки, да, играют вот в игру. Мы тоже взрослые, у нас тоже есть внутренний ребенок. И сказать, малыш, пошли, да, мы будем играть в эту интересную игру под названием
жизнь. В этой жизни можно получить много чего, это правда. И для этого нам нужно с тобой преодолеть некие барьерчики. Пойдем, да, будем решать их. С этой позиции становится интересно. Вот. И если, опять, да, есть же разный уровень еще осознанности людей, проработки людей. Вот давай мы затронем тему вот этих коучей, наставников, да, и терапии, чем вообще они отличаются. Смотри, когда у нас что-то возникает, ситуация, мы начинаем, мы хотим ее решить, да, мы начинаем искать, кто нам может помочь. Сегодня рынок перенасыщен. Коучи, наставники, психологи, да, но видишь, как меняется жизнь, мы все в развитии, то есть тема развития, саморазвития, она будет актуальна еще очень долго-долго-долго, до конца нашей жизни, и потом наши потомки будут разбираться, то есть сейчас времена такие интересные. И что мы видим? Редко кто идет к психологу и к терапевту, да, разбираться. Мы начинаем коучинг, коуч по отношениям, коуч по деньгам, коуч там, наставник по питанию, наставник по... Это все классно, супер. Это верхушка. Есть база. Вот если мы берем, тоже очень люблю сравнивать и приводить аналогию. Вот мы берем дом. Есть фундамент, есть стены, вот этот каркас, да? Есть крыша. Есть уже отделка внутренняя, обои, там, шпаклевка, штукатурка, что там, мебель, декор, вот эта вся история, которая, занавесочки, да, мы делаем. Так вот, медитация, аффирмации, практики, это декор. Они шикарно работают, когда у тебя крепкий фундамент, хорошие стены, дыр нету, и все классно, шикарно работает. Коучинг – это уже коучинг, наставничество, это вот такая уже внутренняя отделка, я бы сказала, да. То есть в коучинг и наставничество нужно идти, когда я уже решил свои внутренние конфликты. Иначе это будет бесполезная трата денег. Я не смогу идти туда, потому что и коучинг, и наставничество – это про то, где я сделаю раз, сделаю два, сделаю три, получишь результат. Я раз-то сделаю, а два я уже не могу, потому что у меня есть внутренний барьер на это. И в коучинг и наставничество нужно идти, когда я готов туда идти. И я уже знаю, как работать со своими внутренними конфликтами, либо у меня они разрешены. Тогда это про это. Но у большинства людей есть внутренние конфликты, вылезает детская часть, саботаж, бессознательные программы, где деньги, например, это смерть. Я пойду к большим деньгам с такой программой? Вряд ли. Вряд ли. Где мужчина и отношения – это боль, если мы разбираем глубоко. Не из мозга, что женщина говорит, да, мы все говорим, я хочу денег, я хочу отношений. А мы начинаем, если углубляться, часто можно заметить программу «отношения с мужчиной – это боль». Пойду я в отношения? Нет. Да, то есть либо я буду в каждый раз врюхиваться в отношения, где будет больно, я оттуда буду убегать. А есть коучи, наставники, которые учат выстраивать отношения. Но куда я пойду, если у меня программа, где отношения – это боль? Вот когда эту программу убираю, когда я разбираюсь, а почему так, то тогда уже и наставничество, и коучинг это работает. А база и фундамент, и вот этот каркас дома – это все-таки терапия, психология. Когда я понимаю себя, я понимаю свои чувства, я понимаю свои желания, истинные желания. Я понимаю, почему я так реагирую, почему меня бесит что-то, почему меня цепляет что-то. Я понимаю, как мне этим управлять, как мне это решать. Вот это уже база. И когда я знаю себя, когда я, знаешь, такая с опорой на себе, я могу идти в отношения, я могу идти в деньги, я могу идти в реализацию. И тогда это будет здорово. И тогда коучинг, наставники, аффирмации, медитации, вот, практики, вот тогда это будет вау-эффект. Классно, круто, да, то есть потому что оно работает вкупе. Если коуч, допустим, еще и психолог, да, это классно, но в основном все идут учиться на наставников и коучей, они при этом вообще не психологи. И даже есть же психология
поверхностного уровня, а есть глубинное, с метафизикой, с пониманием причин и следствия. Что на нас влияет, допустим, у меня сегодня нет отношений, потому что моя прабабка отреклась от отношений. Прикольно? Вообще не очень. А когда выходит вот такая история, что прабабушка в 7-м поколении настолько страдала в отношениях, что выстрелила эта программа у ее потомка, вот, и сегодня девушка без отношений. Сможет с этим психология справиться? Мне кажется, нет. Вот. То есть тут прямо разбираться и разбираться, менять привычки, разбираться. То есть мы же что такое вообще, да? Как мы устроены? Эти все бессознательные выживательные механизмы нам передаются по наследству. Как цвет волос, цвет глаз, болезни, да, все это передается по наследству. Мы копируем что-то от родителей, что-то бессознательно в нас проявляется, как в потомках. И мы начинаем мыслить так, мы реагируем так, мы бежим, да, у нас возникает какая-то реакция, мы там нападаем, агрессируем, обижаемся, убегаем. Это все бессознательные механизмы, которые нами управляют. С этим работает психотерапия, психология, да, то есть это должен быть психолог, который владеет инструментами терапевтическими, потому что психология, есть же психологи, которые не имеют права терапевтировать, то есть они просто консультируют, то есть тут еще должно быть более глубинное обучение, где ты можешь работать в терапевтических целях, но опять, то есть это все-таки здоровый психический человек, да, где ты корректируешь личность человека, где ты помогаешь ему разбираться с его чувствами. Ты вообще звезда в Сыктывкаре, в Республике Коми, тебя здесь многие знают, и я тебя как звездного психолога, расстановщика приглашала. Они как-то были, то есть были мальчики, с кем я встречалась, но как-то вот, не на Феррари, не на Бентли, и даже не на Жигулях. Не на Жигулях, может быть, там на Чапырке какой-нибудь. То есть одна расстановка может вам заменить консультации 10 психолога. То есть она сразу попадает в корень и видит причину. Так вот, я работаю не на поверхности, я работаю с глубины. Мне кажется, ты большая звезда и в Казани, наверное, уже. Ты знаешь, мне неоднократно говорят, что расстановщиков уже много, да, кто расстановки приводит, и мне уже много кто сказал, что Тань, ты лучший расстановщик по Казани. То есть я была много где, но так как у тебя нет нигде. И мне хочется, то есть они приходят клиентами. У меня работает хорошо сарафанка. То есть вот этот год я вообще не вела практически соцсети. У меня был один пост, что мой муж на войне. Все. Да, вот я выложила пост перед Новым годом, что я мечтала в детстве быть женой военного, и сейчас получилась такая история, что вот свой год я проживаю, вот когда у меня муж там, а я тут. Это очень интересно было, такой инсайт, и все, это был единственный пост за весь год. Сторис я выкладывала, когда я только там провожу мероприятия, но у меня были расстановки, у меня постоянно ведется работа с клиентами, да, то есть я провожу расстановки практически каждую неделю, по 2, по 3, да, то есть и люди идут, то есть люди рекомендуют, и работает сарафанка. Наверное, о чем-то это говорит, и это приятно понимать, что ты делаешь хорошее дело, что ты хороший специалист, который помогает, да, разрешать вот это внутренние моменты и что-то менять в жизни. И от этого хочется еще больше, лучше. То есть я постоянно в обучениях. Сейчас я снова в обучениях, причем новый диплом, да, новые сертификаты. Они так в копилочку. То есть если посчитать, их более 20 штук. Более 20 штук вот именно в теме психологии, терапии, всяких практик. И мне нравится, потому что чем больше я учусь, тем глубже я понимаю всю эту историю, да, и у меня больше инструментов, которые я могу применять и что-то с этим делать. Тань Калинина я узнала от своей подруги Марины. Она пришла и сказала: Валя, тебе срочно надо попробовать, это что-то невероятное. Вот. Я сначала пошла заместителем на расстановке,
Вообще сначала я попала к ней на консультацию, она мне говорит, хочешь, приходи просто посмотреть, как работают расстановки. Я пришла, почувствовала вообще вот этот весь вайб, потому что это невероятно, что тут происходит, это какое-то волшебство, наверное, магия. Вот. А затем я пришла к Тане как участник уже непосредственно расстановки. На самом деле, когда я задала ей свой вопрос, начали разбирать, и оказалось, что настолько глубока вот эта вот суть проблемы, что на самом деле сама я бы никогда, наверное, не разобралась. Вот. После решения проблемы Таня сказала, что пройдет какой-то промежуток времени. На самом деле все наладилось где-то в течение месяца, может быть. Поэтому рекомендую. Таня крутая, вообще обалденная. Причем она крутая и как психолог, и как эзотерик, и в комплексе, и вообще как человек. Люблю, обожаю. One love. Ты красиво выглядишь, Да. от тебя идет свет, и ты умеешь радоваться. И ты можешь сказать, ну, мне кажется, для многих эта тема сейчас актуальна, тем, кто матерям, которые сыновей отправили, женам, которые мужей отправили. Это про осознанность. Как жить? Это про осознанность, потому что допустим, когда мы не находимся в осознанности, мы не понимаем, мы начинаем обвинять, осуждать, что, как, да, то есть мы уходим в мирское. Когда есть понимание, что вся эта история с войной была задолго до нашего рождения, то есть она уже была предрешена, скажем так, она должна была быть. И сейчас на войне те, у кого есть задача там оказаться. То есть это некая задача души, выбор души. На все воля Божья. Есть такая фраза, и это действительно так. И когда ты понимаешь, что это выбор души человека, выбор другого человека, да, в некоторых случаях, то есть кого-то там забирают, кто-то сам идет, вот. Что ты тут можешь сделать? Ты можешь что-то изменить? Я ничего не могу изменить. Да, есть выбор. Я могу сесть, страдать, там, уйти в самое печальное состояние, но чем тогда это закончится? У меня 3 детей. Мне есть ради чего жить, работать, у меня есть клиенты, я безумно люблю свою работу, я безумно люблю то, что я делаю, я обожаю вот это все копать, искать, мне так нравится, как люди меняются, мне нравится, как изменения происходят, когда она пришла в одном состоянии одним человеком, и спустя там полгода работы, да, ты видишь абсолютно другого человека, и это очень круто. И есть такое понимание, что мы приходим в эту жизнь, одни и уходим отсюда. То есть каждый человек, он главный в своей жизни. Все остальные люди — это актеры. Иногда временные, да? Иногда на короткий срок они приходят, иногда более на длительный. Но все, что нас окружает, будь то мужья, дети, родители, это тоже временные актеры. Дети не всю жизнь с нами, однажды они вырастут и покинут нас, уйдут строить свою семью. Мужья могут меняться, могут там что-то с ними происходить, то есть, и мы замуж-то не выходим с рождения, то есть мы как минимум сколько-то лет своей жизни мы живем самостоятельно. И единственный человек, с кем мы находимся 24 часа на 7, это я сам. Так вот, это про это и есть. Я хочу жить свою жизнь, да? То есть можно убиваться, можно переживать, что происходит у другого человека, но моя ли это жизнь? Естественно, мы переживаем. Естественно, я проходила все состояния, я и злилась, и там, вот все эти нормальные состояния человека, да, была в непринятии какое-то время, мне было обидно, я не понимала. Но я это так быстро прожила, потому что есть более такая осознанная часть, которая говорит, ну вот так, ты можешь что-то здесь изменить? Нет. Что ты можешь сделать? Что самое лучшее, если ты будешь делать, да? То есть фокус какой-то внутри. И опять, вот даже эта история с мужем, она позволила мне заглянуть внутрь себя. Я ушла в тишину, и я очень много времени проводила с вопросами к себе. А чего я хочу, а как я хочу, а так мне комфортно, некомфортно. То есть вот в этот год, вот тоже недавно пост писала, как будто, знаешь, что-то новое родилось. Это интересно, это необычно, потому что этот год я провела в работе над собой. Над своими состояниями, мыслями, чувствами, реакциями, инстинктами. Я очень все отслеживала. Это как раз про осознанную часть. И благодаря этому мне
позволяет вот быть в более таком, знаешь, приподнятом настроении. И, естественно, бывают случаи, когда муж не на связи долгое время. Там бывают и моменты и апатии, бывают моменты тревоги, но они тоже достаточно быстро проходят, потому что я умею с этим работать, я умею это проживать, я умею это принимать, я умею это признавать. Это работа над собой. А можешь вот больше расшифровать вот это, признать, там, поработать над собой? Вот кто, например, в тревоге, что нужно делать? Подышать и успокоиться. Кто в тревоге, да, подышать и успокоиться. То есть наш мозг, он цепляется за негативную информацию, начинает раскручивать. Эта мысль начинает создавать чувства. Это чувство начинает нас внутри, мы испытываем какие-то, вот знаешь, мы хотим что-то сделать. Когда мы испытываем эти чувства, эмоции, нам хочется как-то реагировать. Кто-то плачет, кто-то лежит, кто-то ложится, кто-то куда-то идет, кто-то ругается, кто-то кричит, кто-то убегает, без разницы что. Вот эти механизмы отслеживать. То есть подышать, что происходит, что я сейчас чувствую. Да, мне больно, я могу что-то поменять. Это самый главный вопрос. Я могу здесь что-то изменить, я могу на это повлиять. И смотри, кто испытывает чувства? У нас есть 3 эго-состояния. Детская часть, внутренний родитель, внутренний взрослый. Взрослая часть, она осознанная часть. Она вот как раз анализирует, разбирает, задает себе вопросы. Все эмоции идут из детской части, все эмоции. То есть такая неосознанная, бессознательная часть. Мне страшно, мне тревожно, мне обидно, мне стыдно, я испытываю вину. Это все к детской части, она бессознательная. И понятно, есть причины, почему я это испытываю. Но мы живые люди, мы все испытываем, есть причины, почему возникла эта эмоция. Вот. Но есть еще внутренний родитель, который в этот момент, свой внутренний родитель, должен поддержать этого ребенка. Как минимум сказать и признать это чувство. Сказать, да, мне сейчас страшно. Да, мне сейчас обидно. Да, я сейчас боюсь, мне тревожно, я ничего не хочу. Вот пока так. Да? И я имею право на это чувство. Это мы признаем свое чувство. Вообще полезно в этот момент отслеживать, где в теле это чувство. Очень полезно, да, там ком в горле, тут болит, там спина болит, плечи, шея, неважно что. Мы фокусируемся, мы переключаем мозг, где в теле это чувство. Дальше очень полезно взять лист бумаги, ручку и начать выписывать все, что там я злюсь, меня тревожит, мы проживаем это чувство. Да, вот ты просто спрашивала про практику, что можно сделать. И таким образом уходит заряд, потому что мы туда выплеснули, мы пошли сделать. Мы не крутим эту мысль в голове, мы ее как-то закрепили физически на листе бумаги. Крутейшая практика, простая. Потом можно подышать, попить водички, переключить мозг. Мозг такая очень полезная, но очень сложная штука, потому что именно она крутит мысли, которые потом провоцируют в нас эмоции. То есть каждый человек может себя раскрутить до такого состояния, ну вот как бы, да, и задача наша научиться управлять, как он, понимать, как он работает, переключаться, но не, если мы чувство какое-то испытываем, не подавлять его надо прожить, а есть куча способов, как проживать чувства. Есть очень много способов, как мы можем проживать и тоску, и печаль, и злость, и агрессию, и там другие разные чувства. Я слышала такие фразы от разных людей, когда у них что-то происходит не очень хорошее в жизни, они говорят, вот вздохнуть не могу. Зажим в диафрагме, да. Да, что это вот блок ситуация, в теле. Да, такая. И вот тут, да, ты круто говоришь, надо дышать, выписывать. Да, потому что когда нам страшно, мы замираем, да. Вообще диафрагма человека скапливает в себе все наши эмоции. Чаще всего, когда мы работаем с энергетическим полем человека, да, я же энерготерапевт, я обучалась рейки, Access Bars, вот, и периодически я беру клиентов на энергетические сессии. Вот. Мне больше нравится работать с голосом, конечно, да, мне больше нравится проводить расстановки, вести терапию, задавать вопросы, потому что энергопрактики — это все-таки такое про молчаливую историю, где ты работаешь с полем, с
с энергополем человека, с его телом энергетическим. И чаще всего зажимы именно в области груди. Чаще всего там есть боль, там есть вот те блоки, которые мы убираем, потом человеку становится легче дышать. Даже в расстановках, кстати, я применяю это, когда мы... Знаешь, я в расстановках тоже использую моменты энерготерапии, потому что когда возникает там чувство, я работаю с клиентом, и мы вот эту зажим-блок в теле убираем прямо в расстановочном поле. И человек говорит, я дышу, вот как будто у меня камень ушел. Да? Это классно. Поэтому вот нужно работать с практиками, не просто проживать, еще и работать с телом. Обязательно, когда мы испытываем любые эмоции, вот негативные, да, заземлять и работать с телом. Дыхание, массаж, спорт, просто можно себя простучать, да, я же как бы разогнать вот эту энергию, чтобы она не застряла. У нас еще есть с тобой тема, которую мы с тобой обсуждали по поводу уверенности в себе. Мы поговорили о том, как выходить из тревоги, как выходить из кризисов. Но вот есть люди, которые, они вот это уже прошли многое, но я просто наблюдаю сейчас за огромным количеством женщин, которые говорят, я не могу назначить цену, например, за свою услугу. Либо же они говорят, я не могу поднять цену на свою услугу. Или же они говорят, да как это я вообще продам что-то свое, например. И я понимаю, что, мне кажется, что это вопрос уверенности в себе. И что огромное количество людей не уверены в себе. Вот мне кажется, что ты очень уверенная в себе. Мне кажется, ты бы даже не могла расстановки проводить, да. Потому что там прям настолько нужно быть в контакте с собой, со своим телом и с мыслями, и в таком доверии тотальном к этому миру, к людям, которые приходят. Вот как ты пришла к этой уверенности в себе? И есть ли какие-то инструменты, чтобы другие пришли? Мне кажется, она просто была всегда. На самом деле, смотри, нет, естественно, в детстве мы когда растем, развиваемся, мы же не уверены в себе. Откуда уверенность-то в себе? Я ребенок, я смотрю на этот мир, я смотрю на реакцию других людей на меня. Кого хвалили в детстве? Никого. Раньше было не принято хвалить, поддерживать, абсолютно. Но прямо есть более или менее, которые могут что-то делать, да, которые изначально такие с харизмой, которые уверены в себе, генетически передалось. Вот так вот. А есть более интроверты, люди, которые закрыты, у которых нету вот этой истории с харизмой, которой сложно выйти на сцену. Тут уже разные моменты, да, и тем немножечко проработать этот момент с уверенностью, да, тут уже, когда изначально не дано, там посложнее, но и то можно с этим работать. Что такое уверенность в себе? Да, вот что это такое? Это понимание, что я ценен, я уникален вот такой, какой я есть. Да, я не самый идеальный, мы все уникальны. Каждый человек – это уникальное существо, да, он в единственном экземпляре на всей планете. Это раз. Когда мы пытаемся кого-то повторить, но мы не можем повторить. У каждого своя изюминка и своя уникальность. Дальше. Природа неуверенности опять лежит в нашем воспитании, когда нас не хвалили, когда нас стыдили, когда нас обвиняли. Чем больше ребенка не хвалили, не поддерживали, не отмечали его какие-то заслуги и достоинства, тем меньше он уверен в себе. А то и ругали, там сказали, вот ты плохо тут сделал. Поэтому очень важно, да, нас всех не хвалили, да, но если мы говорим про то, как стать уверенным в себе, надо начинать замечать, что классного я сделал в этой жизни. Где я молодец? Вот и шикарное упражнение «Я молодец». Да, в чем я себе благодарен. Вот есть такая даже практика, мы каждый день вечером выписываем «Я благодарен себе за то, что я это сделал». Или «Я молодец, потому что». Достаточно выписать изначально и посмотреть вообще, чего я достиг. Там, я тут научился, да? Вот, у меня тут, я замуж вышел, у меня там детки, я это умею, там, я машину умею, я кушать умею, готовить. Мы ведь когда-то этого не умели делать, мы этому научились. Вот. И уверенность в себе – это когда я вижу реакцию, да, внешнюю, что я делаю что-то,
полезная, я знаю, что я молодец. Я вижу то, что я делаю, людям хорошо, я молодец. Вот мою уверенность подкрепляет вот это. Она изначально где-то была тоже уже в задатках, да, я не была зажатым ребенком. Вот, и я с детства чувствовала себя комфортно. Естественно, моменты волнения, стеснения, они свойственны всем, но вот эта история с уверенностью, она как бы есть, как дано. Мне легче в этом плане. Но я же работаю с людьми, и есть люди, которые вообще зажаты, они боятся реакции других людей, они боятся высказать, а что обо мне подумают, а что вообще как на меня отреагируют другие, да, и боятся встать и сказать свою точку зрения, боятся заявить о том, чего они хотят. Это все про неуверенность. Тогда это welcome в терапию, и хотя бы мы работаем с темой самоценности, с пониманием, что я ценна сама по себе по факту своего рождения. Да, и идеальных людей нет. Мы все в чем-то хороши, в чем-то не очень, у нас у всех есть плюсы, минусы, и каждый по-своему не уверен. То есть, что такое неуверенность? Когда я себя чувствую, что я ниже, чем другие, что другие лучше, чем я. Вот эту историю надо выровнять, мы все одинаковые. Мы просто по-своему каждый уникален. Но мы находимся в одинаковых условиях. У нас у всех одно начало и один конец. Я работала с Таней Калининой как со специалистом-психологом, эзотериком. Мне вот как раз был близок ее подход как эзотерика и психолога. Потому что просто психолог мне не интересен. Мне важно было что-то вот такое комплексное. Обращалась к Тане как специалисту-расстановщику. Очень впечатлила ее работа, связанная с моим родовым сценарием, когда я узнала такие вещи, которых я, в принципе, не знала. И потом родители мне подтвердили это. И в плане личной жизни я тоже работала по расстановкам с Таней. Тоже очень здоровский результат, который меня впечатлил и изменил ситуацию. Но это классно быть уверенным в себе человеком. Это помогает. Вообще уверенность в себе, она помогает. Она помогает устанавливать контакт с другими. Она помогает двигаться вперед, продвигать себя, да, то есть и ценить себя. Вот ты несколько раз сегодня сказала про терапию, и у меня сегодня в новостях вышел пост. Так, если что, я вам напишу номер карты для рекламы, чтобы мы сказали название вашего банка. И там был пост про то, что сейчас в мир, где у нас много интернета, разных машин, роботов, профессия психологов, она будет только увеличиваться, спрос на нее. Потому что мы живем в стрессе. Болезнь 21 века – это стресс. Самое главное. Ну это как? Ну вот смотри, вот были там, тоже, да, сейчас, конечно, такое время, но были времена, когда у людей был голод, например, когда они выживали. А у нас, скажем, все есть. Хочешь, там, идешь в магазин. Это другая ступенька развития. Там люди выживали. У нас сегодня нет нужды выживать. Мы живем в изобилии. Вот. Да. У нас все есть. Но у нас остались механизмы старые. Наши мамы, бабушки, прабабушки, они выживали. Много сотен лет выживали. Выживали в отношениях, выживали за жизнь, за деньги, за еду, неважно. Они выживали. У них были механизмы, благодаря которым они выжили. Эти механизмы мы несем в себе как генетическую память. Но мы живем в изобилии сегодня. И при этом скорость жизни очень увеличилась. На нас легло огромное количество задач в единицу времени. То есть никогда еще жизнь не была настолько интенсивной. И для человека это стресс. Раньше время длилось медленнее, чем сейчас. Раньше люди справлялись с меньшим количеством задач. Вот эта информационная технология, они дают лишнюю нагрузку. Мы начинаем видеть, как живут другие люди. Хотя это может быть просто показная картинка, но нам от этого может становиться плохо. И любой человек сегодня, большинство в стрессе.
Раньше люди не задумывали, что я в стрессе, я в неврозе. Раньше это было выживание, мне надо не умереть. Сегодня мы перешли на другую ступеньку, где нам не нужно больше выживать. И теперь мы уже можем говорить про состояние потока, про состояние, где я кайфую, наслаждаюсь жизнью. Но сама жизнь, она очень интенсивная. И если не готовиться к этому, не работать над собой, да, не разбираться, где мне комфортно, где мне некомфортно. Ведь есть вещи, которые сливают нашу энергию, есть вещи, которые нас как батарейку заряжают, да, то есть это все моменты нужно учитывать. Чтобы справиться с теми задачами, которые навалились на человека сегодня, мы обязаны быть в ресурсе, иначе мы ляжем и ничего не сможем сделать и решить. И опять, психологи, почему сегодня становится популярная, да, история, потому что мы, еще раз, мы вышли из момента, где нам нужно выживать, и мы можем жить. Мы можем двигаться вперед, достигать своих целей, идти, да. Мы живем во времена изобилия, но нами управляют старые программы и механизмы выживания. Что должно произойти, чтобы вот из этой старой программы выживания, чтобы люди переходили в ту жизнь, в которой они получают удовольствие, в которой легко, в которой счастье, изобилие и прочее. Вот. Классно было бы, да, если бы была таблетка. Да. Съешь ее, и все, так все поменялось. Да. Что должно произойти с человеком? Может, Смотри, это, во-первых, процесс. Психика очень тонкий инструмент, чтобы она менялась. Очень тонкий. И первое, что нужно сделать, это увидеть, что вообще со мной, и разобраться в этой причине, первопричине, да, допустим, какой я в этой ситуации, какой механизм, что я чувствую, что я хочу сделать, вот эту реакцию, механизм, да, ведь есть мысль, чувство, действие, закольцовка такая называется. И я в этой ситуации какой-то или какая-то, да, то есть я в этой ситуации нам нелюбимый, ненужный, незначимый, неценный, любимый, значимый, ценный, нужный, ну и в плюсе, и в минусе, неважно. Это закольцовка, это программа. И мы бессознательно реагируем, делаем, поступаем, то есть это наши привычки реагирования, выбора, привычка выбора. Первое, что нужно делать, это их отследить, найти. Второе, отслеживать, как они проявляются в нашей жизни. Дальше мы начинаем осознанно выбирать другие механизмы. Знаешь, недавно с клиенткой разговаривала, она говорит, но я-то по-другому не умею. Я говорю, правильно, ты по-другому не умеешь, поэтому ты так делаешь. И наша задача найти и увидеть, как можно по-другому. Прямо увидеть это глазами, посмотреть, как это делают другие люди, понять, фильм посмотреть. Просто мы люди, мы копируем других. Вообще, если посмотреть, как развивается ребенок, он же копирует. Наши дети копируют наше поведение. Все. И, естественно, если они чего-то не видели, они не будут уметь этого делать, и даже в голове у них не будет, что так можно сделать. И наша задача увидеть новую модель, прямо посмотреть во внешнем мире, увидеть людей, кто умеет по-другому, и начинать делать, пробовать вот по-новому. То есть встраивать новую привычку реагирования. Да, нас будет отбрасывать обратно, назад, будут откаты, мы снова будем возвращаться к старым реакциям. Вот, поэтому тут с уважением к своей родовой системе и к своим родителям мы говорим, дорогая моя родовая система, дорогие мама и папа, да, у вас своя судьба, у меня своя судьба, я вас очень люблю. Смотрите на меня благожелательно, когда я буду двигаться вперед. Это расстановочная фраза, когда мы разделяем. Мы сегодня живем в другое время. И нам не те механизмы, по которым жили наши родители, которые позволяли им выжить, нашим там, предкам, да, они для нас сегодня губительны. Поэтому психология, терапия, вот эти все и темы с проработками, они будут набирать только обороты, потому что каждый раз, если мы не будем развиваться, мы будем врюхиваться в одну и ту же историю. Вчера мы с тетей разговаривали, она говорит, ну вот у нас с дедушкой, вот за ним надо ухаживать, и говорит, я не могу там поехать жить к морю, я не могу поменять работу, еще что-то, потому что дедушке нужен уход. Я говорю, слушай, милая, мне кажется, что тебе нужна твоя жизнь, а не дедушка, потому что он уже прожил свою жизнь. И я прям на примеры говорила, вот какой дедушка будет больше счастлив? Тот, за которым приходится ухаживать его детям, и тот,
у которого дети не могут даже осуществлять свои желания, потому что они ухаживают за ним, либо тот, у кого дети счастливы. Да. Тут смотри, тут, во-первых, два момента. Когда мы начинаем помогать своим родителям, бабушкам, дедушкам, ну вот прямо понятно, мы как-то будем их помогать, но мы начинаем жить их жизнью, мы поворачиваемся спиной к своему будущему. То есть мы отдаем энергию. Энергия идет от родителя к ребенку, от предка к потомку, не наоборот. Когда мы разворачиваемся к своему будущему спиной, и мы начинаем помогать, отдавать, учить: мама, тебе нужно сделать так, там, не дай бог, родители болеют, да, всякое бывает, мы начинаем ухаживать за ними. Жизнь этого человека, она угасает, у него начинаются проблемы, они начинают разводиться, проблемы с работой, то есть, потому что он отдает свою жизненную энергию туда. Понятно, мы люди, мы не можем бросить своих близких людей. Но сегодня, я говорю, мир изобилен, есть возможности, мы можем заказать продукты, доставку. Ну, типа вот деньгами можно помогать? Отчасти, да, потому что всякие ситуации бывают, да. Вообще, когда материнское молоко вырабатывается так долго, сколько ребенок готов кушать его. Пока ребенок сосет грудь, у матери будет молоко. Как только ребенок перестает нуждаться в маме, в родителе, родитель может начать угасать. То есть наша задача быть детьми для своих родителей, сколько бы нам ни было. Так мы продлим им жизнь и не сольем туда ресурс. Но чаще всего родители начинают болеть, когда мы изначально уже с детства перепутали роли, например. Мы посчитали, что наши родители где-то не умные, не главные, бабушки, дедушки с чем-то не могут не справиться, а я же такая тут умная, я все могу, я лучше, я знаю, как лучше. То есть я встала на место мамы своей мамы, там, мамы своего папы, неважно кого, на место родителя своего родителя. И взяла еще на себя кормищу и судьбу вот того человека, на чье место я встала. Да? То есть опасные игры, очень опасные. Да, и я тоже... И тут невозможно сказать же: иди своей жизнью, живи. Нет, все, человек уже повернулся. Тут расстановка нужна. Вот тут расстановка нужна. То есть человек должен увидеть, что происходит, куда идет отток энергии. Нужно разорвать эту энергию. Мне кажется, для многих людей это сложно сделать, потому что они от этого какие-то чувства, эмоции получают. И вторичная выгода, естественно. Но человек в этом тоже несчастлив. Да. Человек в этом несчастлив, он сливает туда энергию. Более того, когда родители, допустим, если у этого человека, который помогает, есть дети, а дети всегда любят своих родителей, безусловно, и они начинают отдавать эту энергию родителю, они также поворачиваются спиной к своему будущему и начинают помогать вот этому родителю, который помогает своему. И в итоге получается слив назад. Я тоже ей сказала, я бы не хотела, чтобы моя дочь ухаживала за мной, когда я буду уже бабушкой, скажем. Ну, потому что я бы хотела устроить в своей жизни все таким образом, чтобы я могла сама всегда о себе позаботиться. Ну, а если нет, уже все. Привет, небо. Кажется, мне пора. Ну, мы люди, мы не можем бросить, допустим, больных родителей, да, или все равно есть какой-то некий человеческий фактор. И раньше люди вообще жили семьями, кланами, где бабушки, дедушки. Опять, времена поменялись. Сегодня жить с родителями категорически нельзя, потому что это старые установки будут разрушать новую семью в новом времени. Вот. Бывают разные ситуации, где все-таки ребенок может вносить вклад, да, но это можно делать по-разному. Можно нанять сиделку, то есть можно самостоятельно в чем-то даже помочь, но это не должно быть, что я в ущерб себе туда сливаю. Да, есть же такие истории, когда, например, в пансионат отправляют родителей и потом говорят, какие плохие дети. Да, это осуждается с точки зрения социума. Да. Это, знаешь, очень тонкая тема, потому что тут будет очень много критики, осуждения. Это же родители, это человеческий фактор. А теперь мы возьмем точку зрения энергии, состояния того человека. Я не видела еще ни одного счастливого человека, который ухаживает за больным родителем, потому что туда отдает силу, энергию. Тут выбор. И тут решение должен принимать сам человек. Это, я говорю, такая
сложная тема, потому что очень много осуждения в эту сторону. Это же родители, да, это же там твои и так далее. Но никто их не бросает. Но тут вариант: я свое отдам тебе, я откажусь от себя. Ну, я вот, например, родила дочь не для того, чтобы она за мной ухаживала и проживала свою жизнь. Ну, скажет, если спасибо за то, что я ее родила, ну и хорошо. Не скажет, но она мне ничего не должна, абсолютно. Ну, она вообще другой человек. Ты знаешь, удивительно, да, наши дети другие, но наши дети будут похожи на нас, потому что они нас копируют. И как бы там мы не осуждали наших родителей, если посмотреть на себя со стороны, мы похожи на нашу маму и на нашего папу. Мы точно, у нас такие же привычки, у нас такие же реакции, да, это опять про передачу вот этих программ. И тут надо смотреть, мне это полезно или нет. То есть нет, всего нужно отказываться. Есть очень ресурсная вот история. Вот. Какие у тебя отношения сейчас с У родителями? меня хорошие отношения, да. И вот, кстати, про уверенность и то, что я хорошо себя чувствую на публике, это генетически от мамы передалось, потому что у меня мама достаточно хорошо выступает на публике, на сцене, и я себя ловлю в этот момент, что я как мама. Ну вот это мне далось по наследству. Это прикольно, то есть я не хочу от этого отказываться, спасибо, да, то есть маме за это качество. А есть моменты, которые, допустим, я могу отследить, вот мне так некомфортно. То есть это мамина. Дорогая моя мама, это твое. Да, дорогой мой папа, это твое. Ты никогда не злилась на них, не было у вас? Почему было? То есть это же, это опять любые отношения родителей, детей, это всегда через сопротивление, всегда через злость. Ну, это нормальная история. То есть в детстве мы безумно их любим, мы хотим быть похожи на маму, на папу. В подростковом возрасте начинается бунт. Родители становятся врагами. Я в подростковом возрасте хлопала дверями. То есть для меня родители вообще тогда и авторитет теряли. Потом уже в процессе взросления, да, уже было по-другому. То есть все равно мы чем старше становимся, тем больше мы начинаем понимать своих родителей, тем больше принятия, не осуждения. То есть было время, когда я маму учила. Я тоже даже этот момент на себе прошла, ну, давно. И сейчас, конечно, нет. Сейчас я уже понимаю, что мама — это мама, я — это я для мамы ребенок. И кто я такая, чтобы ее учить? Классная мысль. А о чем Таня Калинина мечтает на сегодняшний день? Хороший вопрос. О чем Таня Калинина мечтает на сегодняшний день? Сложно, потому что, знаешь, когда ты... Я на самом деле живу в моменте. Когда у меня муж на войне, да, там, я одна с детьми, очень сложно видеть какую-то вот такую историю, что есть какая-то мечта. Есть у меня много таких желаний, хотелок. Я очень люблю свою детскую часть, я ее очень балую, я там, да, вот какие-то такие хотелки. Но вот чтобы сказать, вот у меня такая глобальная мечта, это, наверное, чтобы моя семья была счастлива, здорова, да, то есть это вот такая история. Когда-то у меня была мечта быть известной, популярной, чтобы у меня там было внимание, там была даже мечта, что я выступаю на большую сцену, там, где 2000 там, зрителей, да, и там все аплодируют, то есть вот такая история, но это когда-то давно было, и сейчас от этого отошла, потому что я сейчас живу в моменте. Я очень быстро умею переключаться, знаешь. Сложно построить планы на 10-15 лет вперед, когда мы живем в очень быстро меняющееся время, когда все резко может измениться. Поэтому я очень такая мобильная, лояльная, очень быстро перестраиваюсь, подстраиваюсь, то есть я могу, переиграть. Да, то есть... А вот есть же такое, ну, утверждение, мысль, говорят о том, что для того, чтобы жить там жизнью своей мечты, свою жизнь, то нужно визуализировать, представлять, что будет через 5-10 лет, там, загадывать вот эти мечты, что визуализация — это очень важная часть нашей жизни. Ну, понятно, да, все равно надо понимать, чего бы ты хотел и куда ты идешь, потому что, когда ты садишься за руль автомобиля, у тебя есть конечная точка, куда ты поедешь. Если ты просто садишься и начинаешь кататься, у тебя может где-то закончиться бензин по дороге, и ты не доедешь, и окажешься в лесу, там, в тупике, в пропасти, в канаве. Вот.
мы все равно представляем, чего бы мы хотели от этой жизни. Вот этот, да, вот где-то там на горизонте. Но пути туда могут быть вообще очень-очень-очень вариабельные, и жизнь может нам иногда подкидывать сюрпризы. И как планировать, когда у тебя сюрприз, когда не зарекайся, да, то есть я 3 раза переезжала в Казань, 3. Первый раз я туда переехала в 2010 году, и мне казалось, что я никогда не вернусь в Сыктывкар, никогда, вот правда, ну в гости, да, но жить нет, все, я говорю, ну что, в Сыктывкар вернешься? Нет. Нет, зачем мне? Я люблю Казань. Все. В 2012 году я на 10 дней уехала в Сыктывкар. Через год я встретила своего мужа. Мы там родили первого ребенка, я была беременна 2-м. Мы уехали снова в Казань. Я тоже думала, что мы не вернемся сюда. Да, то есть я на тот момент, все, мы переехали. Но тогда был вот этот кризис с долгами, с потерями. И я, знаешь, вот очень вынуждена сюда вернуться. Я как побитая собака тогда приехала, вот ощущение было, потому что, ну, я потеряла. Это была потеря и пустая потеря. И когда мы вернулись, у меня, ну, в Сыктывкаре родители, и мне тогда очень, дети маленькие были, они помогли, в садик не ходили, мама помогала сидеть с детками, и я тут стартанула. То есть именно тут я стала экспертом, психологом, там, нумерологом на тот момент, да. Именно здесь я начала проводить первые расстановки, именно здесь я вот окрепла как специалист, и в 2021 году я вернулась в Казань уже, знаешь, таким матерым, крепшим специалистом, который, я уже уверена в себе была как в специалисте. Я понимала, я знала себе цену. И я туда вернулась уже с 3 детьми. Знаешь, жизнь меня учит, не зарекайся, это первый момент. И как можно построить планы, вот, допустим, у меня, когда муж ушел на войну, в сентябре был указ президента о том, что все контракты бессрочные. Когда вернется муж, это будет неизвестно, когда закончится война. Сколько это лет? Год, 2, 3, 5, 10? Сколько? Как ты построишь планы? Понимаешь, это такая тонкая грань. Да, где-то видишь жизнь, которой ты бы хотел жить, ты делаешь выборы, соответствие, но планирование сегодня абсолютно такая пустая история, потому что жизнь вносит коррективы. Планы, да, можно писать, но нужно уметь перестраиваться. Вот в чем навык. То есть самый крутой навык — это уметь вовремя перестроиться и среагировать, быть мобильной и переиграть какую-то историю. Расскажи, чем жизнь в Казани отличается от жизни в Сыктывкаре? Почему именно Казань? Не знаю, мне там хорошо. Мне там просто хорошо, я там дома, мне там свободно дышится, то есть там больше энергетический город мне подходит, я там дышу, то есть здесь мне как бы тесновато. Это мой город, я очень его люблю, я тут выросла, я тут училась в школе, в институте, тут и близкие, родные места мне. Но мне тут тесновато, вот как-то энергетически тесновато. В Казани мне хорошо, то есть я вот там дома, мне спокойно. Знаешь, в разговоре с тобой я сейчас понимаю, я жила в Петербурге, много по России ездила, и здесь, в Сыктывкаре, с огромным количеством людей я столкнулась и сама была в том мнении, то, что, ну, как говорится, где родился, там и пригодилось. От чего ты уезжаешь в какие-то другие города, попробуй создать себе жизнь такую, которую ты хочешь, в том городе, где ты находишься. Но я понимаю, что есть другие моменты. Это энергия, это другие люди, это просто ощущение внутреннее, где ты находишься. И оно и правда создается городом. То есть в Сыктывкаре я знаю людей, которые с Москвы сюда переехали жить. Кому-то здесь очень комфортно. Да. И что это нормально, что мы обмениваемся так, ну, как бы между городами, просто ездим, живем в разных городах. Да, то есть, да, это старая установка, где родился, там и пригодился. Опять, почему она появилась? Потому что, даже не почему она появилась. Знаешь, многие люди думают, что хорошо там, где нас нет.
Да? Вот там будет лучше, вот у меня здесь не складывается, а там у меня все получится. Вот эта история провальная. А когда я понимаю, что мне там хорошо, мне лучше там, чем здесь, это уже про место обитания, где я могу жить. Таня, что бы ты пожелала будущим поколениям, всем зрителям, которые смотрят за тобой и услышали весь этот разговор, который был с тобой? Что еще ты хочешь сказать для них? Какие-то напутственные слова, пожелания? Знаешь, самое главное, чтобы человек был в контакте с собой. Это ключевое. Это вообще, наверное, ключ к жизни, в которой мне комфортно. Потому что когда я в контакте с собой, я чувствую, да, я понимаю, чего я хочу. Я знаю, как мне нравится. Я знаю, как мне не нравится, как со мной можно, как со мной нельзя. Из этого я могу делать выбор. Очень часто мы не можем сделать выбор, потому что мы не слышим вообще, что у меня внутри. А в нас уже есть все ответы. То есть вот эта бессознательная какая-то внутренняя наша часть, она уже знает, а как я хочу. Вот этот контакт нужно наладить. Вот это решает психология, терапия, да, то есть это решает работа с психологом, вот этот контакт с собой. И когда этот контакт с собой есть, тогда я могу двигаться вперед. Тогда вот эти все ситуации, для меня просто ситуации, я их прохожу. Потому что любая ситуация это, в ней нет заряда на ни плохая, ни хорошая. На одну и ту же ситуацию каждый человек может отреагировать по-своему, по-разному. Поэтому для кого-то одно хорошо, для кого-то другое, это же самое может быть плохо. И когда я в контакте с собой, я умею проходить это все. Я умею давать себе поддержку. У меня есть опора на себя. Вот этому нужно учиться. Этому не учат. Наши родители этого не умели. Их родители этого не умели. Нам не передается это генетически, потому что наши предки, они выживали. Это можно только нарастить. Это можно только научиться этому навыку. А это жизнь. Это не сразу. Это процесс. И психика должна перестраиваться. Ей нужно дать время. Тогда будут результаты. И если мы говорим про инвестиции, знаешь, инвестируйте в себя, да, то есть инвестируйте в свое здоровье, в свое тело, в свое состояние, потому что все внешнее, оно приходит, уходит. Самая ценная инвестиция, которая всегда с тобой, то есть не надо жалеть туда денег, в свое состояние психическое, физическое, в свои навыки, в свое развитие, потому что это всегда остается с нами, пока мы живы. Вот, наверное, это ключевое. А уже потом будет все остальное. Когда будет контакт с собой, будут желания, чего я хочу, да? Будет понимание, как я хочу, куда я вообще хочу, что я хочу от этой жизни. И когда будет контакт с собой, мы сможем выбрать пути достижения, пути решения этих вопросов. Мы сможем туда прийти, и при этом во всем на этом пути мне будет комфортно, потому что я в контакте, я не предаю себя, я иду в соответствии со своим внутренним голосом. Вот это ключевое. Я не к Тане ходила, у меня есть свой психолог, мы с Таней еще, наверное, не были тогда знакомы. И это лучшее вложение в себя, которое у меня было. Да, оно принесет огромные дивиденды. Потому что когда мы вкладываем, кто-то скажет, вот психолог, да, там, тратить деньги на психолога, надо мне это. Но это лучшее вложение, потому что мы меняем себя, мы корректируем свои выборы, свои реакции. Мы начинаем разбираться, понимать, и мы меняем свою жизнь тоже. Мы ее корректируем. Давай, знаешь, люди боятся, я поменяю свою жизнь, для них, нам же страшно менять, выходить из зоны комфорта. То есть мы ее корректируем так, как мне бы было комфортнее, лучше, удобнее. Это лучшее вложение, это правда. Потому что это может принести и отношения, это может принести деньги, это может принести реализацию себя. И здоровые отношения с близкими людьми. И вот это, даже гармония — это очень странное слово, потому что оно для каждого свое. Комфортную жизнь. Да? Комфортную. То, как мне комфортно. Потому что комфортно всем по-разному. Да. Когда мне говорят, надо выйти из зоны комфорта, я говорю, покажите мне, где дверь, я зайду туда.
С вами была Татьяна Калинина. Это энерготерапевт, психолог, расстановщик. Таня, что ты можешь предложить нашим зрителям? Для зрителей я могу предложить прийти ко мне на персональную онлайн-консультацию, где мы разберем вашу ситуацию и найдем решение. Ссылка под видео. Кто хочет к Тане, ссылка на Таню будет в описании к видео. Переходите к ней и, конечно же, подписывайтесь на наш канал. Меня зовут Светлана Макарова. Ждите новых полезных выпусков с разными экспертами и предпринимателями. И до новых встреч! Случился какой-то вау-эффект, но после нескольких посещений как заместителя мне прям открылись какие-то глаза на многие вещи, и вопрос с деньгами, я поняла, что он вообще не первостепенный, он не является проблемой, и мы пошли в изучение основ, почему же такая ситуация происходит. Где-то больше года, наверное, я посещала расстановки как заместитель и как клиент. Вообще очень крутая тема, я рекомендую человеку хоть один раз попробовать и сходить, объяснить это просто нереально, это надо испытывать. Ну, я поняла, что я, в принципе, очень хорошо считываю поле, и для меня это супер полезно. Была у Татьяны Калининой на расстановках. Мне очень нравится, как она проводит это все. Я, в принципе, ранее была на других расстановках, у других психологов, но формат Татьяны, он необычный, он мне очень подходит, и я вижу, как она это читает, как она расставляет людей, как она... Бывают расстановщики, которые ставят только людей, а она даже эмоции может поставить. И очень удивительно, как люди раскрываются при ее расстановках, как они вживаются в свои роли, как она может это интерпретировать, как она может эту ситуацию просто изменить, и человек на ходу понимает, да, точно, а я об этом не знала. Ну, это очень круто.